Пока вы сейчас работаете по нормам специальных социальных услуг, да? Насколько я А, понимаю. Нет, Или... нет. Ну, мы вот работаем как в рамках госзаказа, Мгм. открываем проект. Проект называется «Центр социальной поддержки Тинкогам для лиц с инвалидностью и членов их Мгм. семей». И уже там в технической спецификации прописанный алгоритм. 20% действительно хотят трудоустроиться немедленно, здесь и сейчас. Другое им ничего не нужно. Остальные остаются, оседают, нужны консультации юристов, психологов. Вообще, по большому счету, нужно работать с менталитетом нашего общества, если вот так вот брать в глобальном масштабе. Потому что на самом деле это очень и очень непросто трудоустроить. Если правильно, грамотно распределить и бюджет, и время, и временные Мгм. отрезки, то можно получить хорошие результаты. В прошлом году сколько вам удалось трудоустроить? Ну, как индикатор, да, вашей деятельности? Да, ну, Мгм. вот смотрите, индикаторы тоже, да, вот я говорю о несовершенстве стандартов, да. Мгм. Лично нам, вот прям, знаете, вот пришел он в Тенкогам, Мгм. походил на юридические консультации, поработал с нашим тренером по трудоустройству. Мы трудоустроили 3 человек, и из них к концу Мгм. проекта остался на работе только 1 Мгм. дворником. Все. С остальными, но мы считаем так. Вообще мы отчитались за 35 человек трудоустроенных, потому что в течение года, проходя различные наши занятия, посещая досуговые мероприятия, через месяц-два мы проводили мониторинг, они уже не приходят, не хотят, мы им звоним, Мгм. спрашиваем, трудоустроился, как дела, трудоустроился ли. Мгм. То есть мы даем ему понять, что он нам нужен, что мы переживаем. Ты приходи, у нас еще есть вакансии. У нас в WhatsApp-группе, которую мы организовали, еженедельно, 2 раза в неделю отправлялись свежие вакансии. В итоге 35 человек из 95. По госзаказу мы должны были обслужить не менее 80 человек. Мы Мгм. оказали услуги 95, из них вот 35 в течение года трудоустроились. Аруна Рахметуллаевна, у вас как с этим дела? За прошлый год какие у вас показатели? И, конечно, работаем со всеми категориями лиц с Мгм. инвалидностью. Со всеми категориями. Я, конечно, здесь вот Бекенге огромное спасибо, что она работает действительно с ментальными заболеваниями намного сложнее строить, потому что Да. законодатель есть ограничения, и работодатели не хотят брать на себя ответственность. У нас же к нам приходят и с ментальными, и совершенно с различными категориями. Ну вот какие проблемы, с какими проблемами мы сталкиваемся? Во-первых, действительно, человек, получив инвалидность, он теряет квалификацию. Поэтому Мгм. центры вот в нашем лице мы вот в 2021 году организовали обучение швейным курсам, обучили, к нам записались 35 человек, 32 человека. Все занятия полностью, тестирование, все прошли, 15 человек и получили лицензированные сертификаты. Вот. А по поводу правомочности центров Тенкогам, участвуете ли вы в продвижении прав, да, лиц с инвалидностью, либо вот касательно архитектурной доступности, да, вот в городе бывает инфраструктура, она не везде доступна, но что скрывать, да, в Астане самой, вот где я проживаю, тоже очень много объектов, которые как бы для галочки, да, те же пандусы, те же кнопочки, да, вызова, может, где-то. Вот такие вот нарушения, где-то недоступность. Вы как-то с этим боретесь или помогаете? Обязательно. Так как мы являемся организацией по защите прав, по представлению прав и интересов лиц с инвалидностью, мы Мгм. у нас и в миссии организации, в уставе, мы с 2005 года работаем. Основная главная задача – это действительно мы взаимодействуем с исполнительной властью, со всеми структурными подразделениями Мгм. по доступной инфраструктуры. Это Мгм. А основополагание. каким образом? Можете рассказать? Да, да. У Мгм. нас наш вот у нас в организации вот Мгм. руководитель тоже Оспанов Дисингли Султанович, он независимый эксперт по доступной инфраструктуре. Все школы, образовательные учреждения, детские сады, все мониторит и проверяет вот эти пандусы и так далее. Он у нас президент Федерации паралимпийских видов спорта в Кустанайской области и Мгм. эксперт
доступность. Сам он человек, который передвигается на коляске, тем более после автокатастрофы у него шейный отдел. Там пандус, он слишком высокий, угол или там еще какая-либо проблема по доступности. Обращались ли к вам с такой проблемой? Слышно? Таких кейсов нет и пока не было. Дело в том, что в нашем городе представители Акимата и представители государственных и неправительственных организаций очень хорошо работают. О центре реабилитации и Тенкогам? Или это абсолютно разные? В любом случае это будет хорошо, если они даже будут дублировать, понимаете? Эффект будет усиливаться и ускоряться. Я не думаю, что они дублируются, потому что мне интересно, чем заняты реабилитационные центры другие. И я же говорю, что, например, если мы занимаемся, наша основная деятельность, она была по реабилитации лиц с ментальными нарушениями, но даже среди них мы сделали разграничение, понимаете, один корпус занимается именно людьми, которые, например, уже никогда не трудоустроятся, и второй корпус занимается сохранными людьми, которых можно трудоустроить. Будет один трудоустроенный там 2-3 года, это достижение большое. Поэтому мы привыкли работать на результат по труду. То есть, когда есть конкретный стандарт, есть конкретные индикаторы, да, и как бы алгоритм работы. Да. Конечно. И потом вот каждый регион, у него все равно, они все специфичны. Но дело в том, что если будут одинаковые стандарты, дело в том, что я так смело заверяю, потому что к нам приезжала аккредитационная комиссия из Нью-Йорка, и она нас проверяла по каждому стандарту. И это не составило труда вне зависимости от ментальности, да? Тенкогам, я вот наслышана других проектов госсоцзаказа. Уважаемый спикер, вот еще такой щепетильный вопрос, но очень интересный последние годы казахстанцам, да, сколько стоит каждый проект, так как это проекты за счет государственных денег. Хотелось бы услышать, я так поняла, проекты, они на 1 год, да, Тенкогам? И сколько выделяется вот в городе Павлодаре, в городе Костанай? Мы не можем озвучивать. Удерживается. Теперь это займет весь март. Начнем только в апреле. Вы представляете? Деньги теряются, хотя они были выделены с января по декабрь. Аруна Рахметуллаевна, насчет бюджета проекта Тенкогам в вашем городе, можете озвучить? Конечно, я тоже не должна озвучивать, наверное, все-таки это в рамках договора, но трудоустройство. Это тоже такой механизм. У нас напрямую есть связь с центром занятости. Мы работаем с центром ЕНБЕК, с порталом ЕНБЕК. Напрямую уже смотрим по объектам. Выходим на работодателей, договариваемся о дне встречи, выписываем ему направление. Сначала наши сотрудники разговаривают с работодателем и говорят, актуально, что вот у вас в объявлении требуется вот то-то, то-то, то-то. У нас человек имеет инвалидность. Вот они спрашивают, там, иногда человек сам сходит, мы ему выписываем направление, он сходит. Иногда он говорит, ой, территория слишком большая, мне очень трудно будет передвигаться, допустим, мне нужно немножечко другую. Тогда мы продолжаем ему искать. Если и работодателю, и самому человеку эта вакансия устраивает, он приходит и говорит, что все, меня приняли на работу. Вопрос трудоустройства, конечно, хочется, но это, наверное, проблема и среди совершенно лиц без инвалидности, чтобы на долгосрочную перспективу. Но здесь, опять же, от самого человека, главное, мы его трудоустроили, насколько много лет он задержится, и мы посадили, мы посредники, мы обучили, мы направили. Все, вот в этом плане. Ой, спасибо большое, Аруна Рахметуллаевна. Вас можно бесконечно слушать. Очень интересно, очень емко, доступно, информативно. Мне кажется, не хватит одного эфира слушать про вашу деятельность, про Тенкогам. Если резюмируя, да, Тенкогам, получается, они
реализуются, да, эти центры работают за счет государственных денег в рамках государственного социального заказа, да, который разыгрывается на портале госзакупок. Тен Когам — это проект одногодичный, правильно? На 1 год, да? Вы бы хотели, чтобы он был хотя бы по максимуму госсоцзаказа на 3 года, да? Насколько позволено, а то и больше. Хотелось бы стандарта, да, общего работы центров, да. Ага. Это вот для наших подписчиков, читателей, может, кто только подключился. Ага, да. Долгосрочность наших проектов – это действительно качество, потому что мы в течение года реализации проекта мы обучаем, в процессе работы работают вот, специалисты, мы трудоустраиваем по 8 направлениям. И они просто уже профессионалы своего дела. У каждого из них есть семья. Там критерии в технической спецификации обязательно нужно социально-педагогическое образование, наличие стажа и так далее. У нас уже как бы эфир завершается, идет к завершению. Мне кажется, мы даже положили зерно, да, для целой большой статьи. Мы, кажется, и развернем, не кажется, мы уверены, развернем эту тему. Мы будем рады участию в дальнейшем, вашему участию. Спасибо большое за уделенное время, за участие. Будем рады видеть вас в следующих наших эфирах. До свидания.